Это программа «Энергия». Здравствуйте. Несмотря на то, что позади уже целый месяц 2011 года, мы продолжаем вспоминать прошедший 10-й. Для Нерюнгринской ГРЭС он был ознаменован повышением выработки электроэнергии на 10%. По словам директора станции Алексея Старцева, это верный признак окончательного выхода из экономического кризиса. А вот как это стало возможным, узнаем из первых рук. Первое – это вовремя и качественно проведенные ремонты основного оборудования. Особая заслуга нашего основного подрядчика, специалистов Нерюнгри-энергоремонта. Второе – это ритмичная поставка топлива. Основной наш поставщик – это предприятие «Якутуголь», которое также отработало без сбоев, вовремя и в полном объеме. Также очень большую помощь, особо в конце года, нам оказали небольшие угольные предприятия, такие как Долгучан, Ирчин-Тхан, Малые Разрезы, Нерюнгри-уголь. Третьей составляющей нормальной, успешной работы предприятия является персонал. Это, а самая основная составляющая. От персонала зависит очень многое. Наш персонал, так как предприятие уже более 25 лет, постепенно взрослеет, уезжает из Нерюнгри, выходит на заслуженный отдых. И здесь у нас своевременно происходит ротация. То есть готовятся кадры в нашем техническом институте, очень много ребят приходят в колледже Нерюнгринском. Некоторые специалисты приезжают из других городов. Нерюнгринская ГРЭС всегда участвовала во всех мероприятиях спортивных. В этом году мы участвовали в подготовке и проведении юбилейных торжеств в честь 35-летия города Нерюнгри. По итогам 2010 года нам все-таки удалось совместно с Дальневосточной гидролической компанией сохранить очень много направлений. Это и летний отдых детей. Наши ребятишки отдыхали в городе Благовещенске, был организован яхт-клуб «Парус» в летнее время традиционно. Также продолжается знаменитый, всеми любимый детский хоккей на спорткомплексе Серебряного Бора. Наши и девчонки, и мальчишки достойно выступили не только на Востоке, но и в российских соревнованиях. Остались программы помощи и пенсионерам, и молодежи. Помощь при выходе на пенсию, дополнительная оплата, доплата. И для молодежи это выдача суд на приобретение жилья и оплата учебы. Отрицательных моментов прошедшего года и своей работы я бы отметил это рост задолженности населения за тепло и горячую воду. То есть в целом у нас за год прирост дебиторской задолженности составил 37 миллионов. При общей задолженности населения 217 миллионов. Мы успокаиваться на достигнутом, а достигнуто это снижение прироста дебиторской задолженности по сравнению с 2008-2009 годом, не собираемся, будем с ней работать дальше, соответственно, работать с населением и приводить к нормальному состоянию, чтобы у нас дебиторка начала снижаться. Конечно, сейчас все итоги подводить для энергетиков рано. Впереди у нас еще зима, достаточно долгая, половина зимы. Окончательную оценку в нашей работе мы будем ставить уже в начале июня, после окончания отопительного сезона. В программе «Энергия» без малого 10 лет. Студии «Видеоряд» и того больше. Нам есть что вспомнить, а главное, что показать. Своими воспоминаниями в формате DVD мы готовы поделиться и с вами. По вопросу приобретения документальных фильмов различной тематики обращайтесь по координатам, которые вы сейчас видите на экране.
Но начиная с этого выпуска программы возьмем за правило в наступившем втором десятилетии 21 века показывать несколько минут десятилетия первого. Сегодня это будет сюжет о выработке Чульманской ТЭЦ 10-миллиардного киловатта. Это событие встретили без особого официоза, как и положено в рабочем порядке. Чульманская ТЭЦ, небольшая по современным меркам, но заметная в масштабах Якутии, выработала свой 10-миллиардный киловатт. Произошло это 5 февраля в половине 12-го. Чульманская станция, одна из старейших в республике, все эти годы верой и правдой служила на развитие Южной Якутии, золоторудных районов Алдана, а последние 30 лет на угольный комплекс Нерюнгри. И сам город, и Нерюнгринская ГРЭС строились благодаря ее энергии. Когда-то на Чульманской станции трудилось около 600 человек. Теперь эта цифра сократилась втрое. Впрочем, изменились и задачи, стоящие перед коллективом. Столь большие мощности, как в пиковые периоды, уже не требовались. Станция вошла в состав Нерюнгринской ГРЭС и стала теплоэлектроцентралью, обеспечивающей чульманцев не только теплом, но и достойной работой. Быть энергетиком в Чульмане по-прежнему престижно. Трудовые династии, сложившиеся на предприятии, прямое тому подтверждение. Вот и директор Чульманской ТЭЦ Сергей Князев стал продолжателем дела своего отца Вадима Князева, бывшего начальника ПТО. Ну а молодым специалистам есть на кого равняться. За более чем 40-летнюю историю станции здесь работало немало по-настоящему преданных своей профессии людей. Юрий Звягинцев, Анатолий Серегин, Вениамин Заусаев, Федор Зазыкин, Ольга Сарафанова, Сергей Воеводин. Всех назвать трудно, да и не нужно. Главное не забывать. 10 миллиардов всего-навсего мгновение. Время не замерло, работа энергетиков не остановилась, а значит, киловатты спешат дальше. Впереди новые рубежи. Чульманским энергетикам они по плечу. Крещенские купания становятся массовым явлением и в нашем городе. У желающих искупаться есть выбор. Либо сделать это под покровом ночи на реке Чульман, либо при свете дня на водохранилище Нерюнгринской ГРЭС. Первую купель на водохранилище станции прорубили 4 года назад на пляже недалеко от яхт-клуба. Это была проба пера, которая обнаружила недостатки в организации мероприятия. Все последующие годы местом крещенских купаний становилась площадка перед зданием Нерюнгринской ГРЭС. На этом живописном месте устанавливают 2 отапливаемые палатки для мужчин и женщин, сооружают деревянный настил, лестницу с поручнями. Обряд освящения проводит настоятель Серебряноборского храма отец Евгений. Здесь же дежурят службы спасения. Прихожане могли добраться до места на специальных автобусах, либо на своих авто. Стоянка была расчищена довольно-таки большая. По приблизительным подсчетам приехало около 100 человек. В этом году крещенские морозы уступили место крещенским ветрам. Но и они не стали помехой всем пожелавшим испытать на себе чудодейственную силу освященной воды. Ты есть сын мой возлюбленный, о нем же глаз. Христе дьяконстве всем причты люди Господу помолим, неприятий чащийся блаже, открытие чего свящей слава тебе, о Иордан. Впереди последний зимний и самый короткий месяц. Наверное, это слабый аргумент для Якутии, но другого нет. Поэтому в ожидании весеннего потепления берегите свет и тепло. Не только в домах, но и душе. Удачи и до встречи!